Продолжаем рассказ про наше осеннее путешествие в бассейн реки Восточная Хандыга. Утро на озере Джампакёль нас удивило невероятным галло. Такого масштаба я не видел никогда. Словно крона дерева Ал-Лукмас, соединяющая 9 небес, озаряла все вокруг. В течение дня мы помогали Юрию по хозяйству. Это заготовка дров, ревизия лодочного мотора, ну и, само собой, приготовление обеда. Так как мы находимся на горном озере Джампакёль, в котором водится самая полезная рыба в мире – арктический голец, то этот выпуск хотелось бы посвятить именно этой теме. Для Юрия это образ жизни, и работа, и хобби. В народе крестьянско-фермерское хозяйство называют «шувна». Это аббревиатура всей семьи Шабалкиных. Действительно, это настоящее семейное дело Юрия, супруги Натальи, сына Владимира и дочери Вероники. Основной вид деятельности – пресноводное рыболовство. И вот подошло время для проверки сетей. Какой улов сегодня нас ждет, мы узнаем совсем скоро. Или нам поменяться местами? Потом поднимемся. Нет, на моторе удобно будет? Нормально. Друзья, утром этого дня были поставлены сети, и сейчас мы с Юрием их проверим. Соответственно, как вы уже знаете, здесь водится в основном арктический голец мальма. Очень просто. Работаешь вдоль шнура, как только появляется сеть, лодочку разворачиваешь. Если появляется рыба, лодка имеет инерцию, то торопиться не надо. Я говорю, допустим, ну ты увидишь рыбу визуально, чтобы было видно. Где рыб, притормаживаешь немножко, и все. Я выпутаю, дальше поехали. Дальше. И я иду чуть-чуть как бы должен идти. Ну, вот сейчас лодку как держать? Сейчас штиль полнейший. Сначала вдоль шнура. Как сеть начинается, чуть разворачиваешься. Я, получается, как? Я тяну шнур, это работа твоего правого весла. Ты левым подрабатываешь, и мы как бы идем в тандеме с тобой вместе. Тут чуть двигаешься. Так, у тебя пенка есть, все, есть. Так, сейчас весло правое. Кран хороший. Такой перепад погоды, да? Так, друзья, ну что ж, сейчас ответственный момент. Я должен работать веслами. Так, разворачиваемся вдоль шнура. Правым, да, работаю назад. Да, работай двумя веслами. Не одним по большому радиусу разворачивайся, а двумя веслами, как на месте разворот делать. Знаешь так? Вот так, да? А, идем чуть-чуть назад. Да, вдоль шнура. Под углом, да? Вдоль шнура. Как все теряется, да.
Вы сразу говорите, если что не так. Сейчас нормально. Ты правым углом работаешь, вдоль сети старайся идти, вдоль сети. А там чуть тормозишь, и все. Так, а торможу левым, да? Да как бы просто тормознул, и все. Есть такое понятие у рыбаков, когда рыба попалась, образовала такую соску. И вот это самое неприятное для рыбаков, потому что эту соску надо распутывать, потому что она собирает полсети. Это то есть рыба, которая не ячеится, она ртом попалась, идет и набирает на себя ячейки. Вот, поэтому порой бывает на эти соски тратится очень много времени. Когда вот такая погода сентябрьская еще нормальная, а когда это уже конец сентября и уже холодно, это очень проблематично. Ну и плюс еще ко всему, конечно, леска, она очень кожу рук, она просто снимает. Мы прям использовали. Угу. Прямо тут можно снимать, потому что завтра нам же утром выдвигаться, да? В это ключо уже не поедем, оставим там одну сеть. Арктический голец, как сказал Юрий, это рыба, которая имеет доступ в открытую воду, да, в океан и так далее. А горный голец, это вот в нашем случае, мы сейчас рыбачим на озере, эта рыба не имеет выхода, то есть она годится здесь. Ну и при этом тоже здесь есть несколько видов гольца, даже вот конкретно в данном озере. Юрий, на ваш взгляд, сколько здесь видов гольцов? 3 вида. 3 вида. Да, помимо этого есть еще карликовый голец. Это такая пресноводная форма, которая, я их называю еще полиропсонами. У него очень большое рыло. Рот такой с такими присосками, не присосками. Вот прошла крупная рыба, видите? Вот который, Петр, мы видели, я тебе показывал, видишь? Это крупная прошла рыба, потому что для нее такая сеть не помеха. Она ее просто проходит как торпеда. Ну, основной объем, вот видишь какая дырочка. Она попалась, покрутилась, очень мощная, сильная и в итоге. Я очень много общался с технологами и интересовался, какой безболезненный объем может быть для такого водоема извлекания этих водных биоресурсов. И вот пришли к такому выводу, что не более 2 тонн в год. Поэтому получается, что более... Но, к сожалению, вот, меня долгое время не было, и маточное поголовье здесь было очень нарушено. Я сейчас вот порой стараюсь, когда начинается икромет, не рыбачить, потому что даю возможность остановиться. Чуть-чуть отходим, потому что... Отходим назад, да? Да. Маточное поголовье — это понятие такое, просто от него идет воспроизводство. Оно по идее дает приплод. Вот как есть у нас, допустим, в лесу объекты животного мира, там лоси, олени. Помимо того, что там самцы-производители, а здесь у нас получается самцов-производителя нет, есть вот именно период. И рыба также, она идет на нерест в определенный, допустим, в одном конце озера, где она вывелась, в этом году здесь, на следующий год, в следующем году. То есть я так понимаю, что в каждую бухточку, где она родилась, туда она и вот со временем приходит. Все рановато, потому что вода очень теплая, и у рыбы зависит все от температуры. Еще она меняет окрас. Она меняет окрас во время брачного периода. То есть тут это уже
Вот эта вот середина, она может стать красной. Так, переворачиваем вперед. Раньше были люди, которые могли сами плести сети, садить. У меня есть сеть, которая почти 30 лет. Вот я вам ее покажу сейчас. Мне ее оставил Сергей Копейкин. Был тут тоже такой рыбак. Парень рыбачил здесь. И когда уезжал, вот он мне в подарок подарил эту сетку, так она у меня до сих пор живая. И в принципе ловит, хотя леска уже тоже стала дубовая. Ну ничего. Вот. А сейчас сети продают, тут выписываешь полотно, садишь. Вот. Ну тоже есть мальчишки, которые это дело продолжают, но все равно уже китайское производство сетей это уже не то. Во-первых, все зависит от жилки. Если она сильно тонкая, она очень сильно режет руки. Вот. Очень сильно режет, и с ней очень трудно выпутывать. Вот как обычно закон подлости в конце сети. Кто тогда попадется и сделает подарок. Хорошо, что сейчас тепло. Но вот когда холодно, конечно, это все дело очень печально. Вот честно сказать, я что-то не могу вспомнить. Как-то... Как было-то? По лодочной теме, может? Вот, и там. Вот раньше старики садили граем. А, вот эти поплавки должны быть как бы вверху собраны сетки, да? Ну да. Я вот почитаю бересту, хотя белые тувы, они сейчас удобные, но вот береста живет. Сколько живет человек, столько лет и будет жить береста. Она, мне кажется, у нее срока эксплуатации нет. Я находил дальстроевские сети, грузила сделанные с бересты, такими сердечками вырезаны, и внутри камушки лежат. И когда вот дорогу делали, Колымский тур, тоже люди рыбачили как могли. Вот очень, конечно, печально, что у нас правовой статус охотника-промысловика в Якутии исчез. Это люди, которые все равно не были незаметны, но где-то они приносили очень много пользы для государства. И сейчас все поставлено на коммерческую жилку, статуса нет. Люди, которые живут в тайге, работают как предприниматели, они практически не пользуются никакими льготами, хотя труд очень тяжелый этот. Вот. У нас, допустим, малочисленные народы севера, у них льготная пенсия, потому что они живут в экстремальных условиях. А вот такие люди, как я, у которых основной охват промышленное рыболовство, они, в принципе, социально не защищены. Кто-то едет к нам. Друзья, помните мотор Suzuki 8? Да, кстати, пользуясь случаем, я все-таки хотел бы поблагодарить барыша Евгения за этот двигатель. Ну, За Suzuki? да. Вы, друзья, видели Suzuki 8-сильный 97-го года выпуска с автомиксом. И вот сейчас Андрей поменял масло в редукторе, посмотрел его и поставил на лодку, идет к нам. Юрий, какую оценку мне поставите за рулежку? Ну, по пятибалльной системе 4 с плюсом. Спасибо. Сейчас просто дергаешь стартер и все. Только не бросай, а аккуратненько возвращай, сопровождай. Ну как учили тебя? Ты же водометчик. Не, тут ничего не трогать. Все, да. Да пускай, аккуратненько. Вот так. Ничего себе. Все, вперед, драйв и погнали. Все, мягонько. К Андрею подойдем. Я газ нежный делаю, не люблю, когда жесткий. Так, что ли? Как, нормально аппарат? Подымался на Соларе 555-м. Че, он на глиссер его вытаскивал? Вытаскивал, не поверишь.
И перекаты хоть форсируешь, ну так, вот так, но идет он нормально, идет. Пустой, правда, Solar пустой, сети проверять. Я так понял, у него конструктивно нету контрольки снаружи. Да? Писелки нету это вот струйки нету. А, да? А как смотреть? А, там. Я блок потрогал сейчас 2 раза. Вот сюда ехал, колпак 2 раза снимал, трогал блок, трогал место, где термостат стоит, еле теплый. Не, ну он уже оттуда, он выплевывает Да, он, скорее всего, через выхлоп контрольку дает. Какого года? 97-го. 97-й. Ну, Вершина двухтактного моторостроения. Малого. Малого моторостроения. Вот, как вы сказали, Сузуки, у кого... Кто, Андрюха, ты поговорил? что это за прекрасные звуки? Это звуки мотора Сузуки. Что, драг-рейсинг? Да, вперед. Попробуем сейчас. Сейчас я контрольку эту одеваю, вот эту. Ушел от нас. У нас веревка на месте, да? Да, все. Чалка. Сетка. А, и сколько сетка? Так, когда нейтралка скажете. Пока там уже дойдем. Чай. Чуть глушу, да? Сначала нейтралку, а потом глушишь. Так, пересаживаемся. Становись корпусом вдоль шнура. Руся, ты еще не вдоль шнура стоишь. Вдоль стань. Прям реально вдоль. Параллельно шнуру. Тебе будет легче работать. Параллельно. Вот так вот, да, вот таким движением, только помощнее. Вот все, поехали. Пускай оно идет сверху, потом я... Давай вот так сверху. Если рыбы нет, можно двигаться. Если рыбка есть, тормози. Притормаживай, потому что лодка имеет инерцию. Чтобы рыба быстро выпуталась, надо с рыла сбросить леску. Тогда она выпутывается. Как... Ого. Это да.
Под каким углом к сетке надо идти? Ну, вообще где-то под 45, потому что я ж тебе помогаю вот этими. Ты одним подрабатываешь, как бы, а это я понял. подтягиваю одной стороной. Ну, тут пока нормально, она это. Ветра нету, хорошо. А когда ветер, тогда встаешь кормой к ветру. И работаешь. Вот там работа на веслах. Зависит тут. Потому что от гребца очень много зависит. Когда натянута сеть, руки все умирают. А тоже есть небольшой навык. Подожди, не спеши, просто. Там другая немножко работа. Специфика другая. Ну, в принципе, так же. Что связано с сетями, смысл один. Школа, и еще раз школа. Та рыба, которую мы видим на рынке, она остается через человеческие, так скажем, страдания. Вот. Подводное такое, это вообще совершенно... Она отпустит водные биоресурсы, опять их плавать. Отходим, Руся? Идем назад, да? Не, туда, вдоль сети так идем, ага. Развернуть до лодки. Разверни, чтобы было вдоль, да, удобно. Вот этой сети, вот этой сетки, она, извини, с 93-го года эта сеть. Представляете? Вот это? Да, вот она с 93-го года. И вот этот канатик, он вообще самоплетенный, сами плели его вручную. Это Серега Копейкин делал. Ну, я уже думаю, ее пора убрать, просто как реликвию оставить, в музей повесить. Рыболовство. Она как бы вот, нет, еще видите, тоже попадает. Но с нее очень удобно выпутывать. С нее вообще два движения, еще рыба у тебя. И она не запутывается практически никогда, эта сетка. Вот эта самоплетенка, это ручное плетение ручное. И она сделана им ячея 33. Тут надо на электромоторе ездить. Я бы с удовольствием... Вот... Ну, видишь, Андрюха, тоже электромоторы надо зарядку. Заряжать надо АБшкой. Бензин надо тоже так же наводить, понимаешь? Видишь, что из-за чего я, почему... Ну, сейчас сколько ребятами разговаривал, очень много гроз же здесь тоже вот бывает, да? Ага. И они же порой бывают, эти батареи, из-за гроз. Отходи назад. Вот видишь, раньше как делали, видишь, я за раз катаю.
Мне хватает руки протянуться за раз. А те сети я собирал, вот уже новые мастера делали, они как бы не достает рука. Приходится 2 раза перебирать. А здесь вот в 1 раз у тебя все. Конечно, если я где-то буду на пенсии, придется ходить в какой-то зал. Вот эти, конечно, товарищи наши с других государств, вот от барракуды хорошие куканы такие, удобные. Ну, мы используем по большому счету палочки. Ну, они тоже ничем не хуже, просто это гораздо удобнее. Вот и все. Пока проверили, вроде начали снимать сеть, и опять попалась. Погоды нет, но активность все равно чувствуется, начинает расти, потому что чем холоднее вода, тем активнее рыба. Чуть-чуть назад, это, да? Да, Руся. Надо рулевку сделать здесь. У меня-то эти все тросики, мостики есть. Но я не знаю только, как он там будет себя вести. Я думаю, что лишнее это будет, да, Андрюха? На этой лодке, на этом озере это будет лишнее. Я тоже так думаю. Топ, не спеши. Назад сделай, пожалуйста. Все? Да, чуть-чуть можешь еще. Хватит? Да. Ты плыви, наверное. Ты мне такая не нужна, совсем тут маленькая. Да что ты опять шить лезешь? Попалась опять. Ну, 2 шанса уже не даем. Уйдет. Она по идее не этого калибра. Выходи. Давай, уходи. Вперед. Да, все хорошо. Тормози. Если сеть небольшая, сеть небольшая. Друзья, ну вот сейчас я на веслах, как бы принцип примерно уже немного понял. Ну вот опять же, мы уже на озере около суток. Вот сейчас немного с другого ракурса. Вокруг просто шикарные виды. Вот, например, я спрашивал, почему вот здесь как будто просека на горе. Это вот в свое время сошла сель. Вон там вот сзади нас оленья тропа, которая ведет к озеру. Вот такая вот красота. Это Андрюха любит водную стихию. Водник? Водник, точно. Руль как на L410. На рогатках как рам.
внимание. Андрюша, ну что, тест-драйв нормально прошла? Да. Можно эксплуатировать? О. А там два режима на самом деле. Мелководник тоже есть, как на том моторе. Вот. Ну единственное, что вот румпель вот так вот крутится, конечно. Ну. По-моему. Это вот уже китайцы делают. Ну, садят наши ребята, но делают китайцы. Соль, сахар, мука, вода. Как уже отметил Юрий, промысловая, будь то охота или рыболовство, это действительно тяжелый труд. Во время промысла в любую погоду мало поймать рыбу, ее нужно подготовить, засолить, в целости доставить до ближайшего населенного пункта. И часть этого пути у Юрия проходит на ногах, да еще и в гору. В прошлом выпуске мы вместе с Юрием спускались вниз, относя улов к лодкам. Но для такого человека, как Юрий, это действительно уже образ жизни, и озеро стало его неотъемлемой частью. И за этот день, который мы провели в окружении гор, лесных массивов и необыкновенного озера, ты ни разу не вспоминаешь о вездесущих гаджетах, огромном потоке информации, который не дает даже осмотреться вокруг и насладиться моментом. Все это как будто осталось где-то там, за 1000 километров от тебя. А тут ты наедине с природой, с окружающим миром яркого солнца, необыкновенных природных явлений, красоты ветра и шума падающего снега. Завтра нам предстоит выдвигаться в обратный путь, но это будет завтра. А сейчас пора спать.